Приветствую вас, дорогие друзья, те, кто регулярно заходит на мои каналы и смотрит мои видео, большое вам спасибо, а также всех случайных зрителей, которые вдруг сегодня заглянули на мой канал. Меня зовут Марианна, я из Беларуси, из Минска, но в данное время живу в столице Литвы, Вильнюсе. Хочу напомнить, что вы находитесь на моем канале, и у меня их таких канала 3, очень скромных, маленьких канала, которые называются Марианна Гру 1, Марианна Гру 2 и Марианна Гру 3. Сейчас это Марианна Гру 2. Но я приглашаю вас заглядывать и заглянуть и на мои другие каналы, а также, конечно, попросила бы вас и оставлять свои лайки, может быть, писать комментарии и подписываться, конечно, чтобы знать, когда появилось новое видео от меня. Сегодня я хочу поделиться своим впечатлением о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже во Франции. Уже прошло некоторое время с этого открытия, и я увидела, что в интернете развернулось очень много дискуссий и было высказано мнений об этой церемонии открытия. У меня, конечно, мое мнение сформировалось сразу же. И я его сегодня хотела бы с ним поделиться с вами, но не повторяя, может быть, какие-то идеи, но это лично мое мнение, мои первые впечатления. Просто у меня не было возможности сразу записать вот такое видео. И я хочу сказать, что сразу, вот почему такие события мне нравятся. Ну, например, как финал чемпионата Европы по футболу или финал всего чемпионата мира по футболу. Или, например, открытие, может быть, и закрытие таких вот событий, как Олимпийские игры. Во-первых, они происходят редко. Раз в 4 года состоятся Олимпийские игры. Раз в 4 года чемпионат мира по футболу и так далее. И потом, когда наступает либо открытие и закрытие, либо финалы, получается, что одновременно у экранов телевизоров или интернетов, где-то на площадях, в городах, по всему миру собираются миллионы людей и смотрят именно в прямом эфире вот эти события. И мне очень нравится присоединиться вот к этой мировой тусовке. Именно не в записи посмотреть эти события, а именно в прямом эфире. Поэтому мы с мужем готовились и знали, когда будет открытие. Подготовились в том смысле, что заготовили какие-то напиточки, такие угощения к ним, легкие, летние. И накрыли столики перед собой, сели перед большим экраном телевизора. И это для нас было такое семейное событие. И мы были одновременно со всеми вместе, со всем цивилизованным миром и нецивилизованным, потому что там практически все страны мира смотрели, транслировали и участвовали. Это очень классно, это придает такой вот адреналин, чувство эйфории, чувство солидарности. И это очень классно. Поэтому и это открытие этих игр не было исключением. Тем более, что мы знали, что они состоятся во Франции, а сама церемония в Париже, столице Франции. Мы с мужем были в Париже в 2008 году, провели там 8 дней. И, конечно, знакомы все эти места, которые показывались. И один из дней мы посвятили чисто Эйфелевой башне и территории вокруг нее. Поэтому все, что показывалось, было нам знакомо. И мосты, и набережная, и вот эти площадки и так далее. Ну, это было все очень классно посмотреть.
Но я хочу сегодня сказать именно о вот нынешней церемонии открытия, которая вызвала большие споры и, как говорят, вызвала неоднозначную реакцию. Для меня это было удивление. Вот мое первое впечатление, мы с сыном созванивались напрямую, и когда закончилась церемония, он опять позвонил, и мы обсудили, высказали свои вот первые впечатления, которые совпали у нас. И у меня, кроме положительных эмоций, не было ничего отрицательного. И потом я вдруг читаю в наступающие дни, что неоднозначная реакция, там критика, там такое вот все. Я была удивлена, и в основном тому, что была удивлена тому, что вызвало у религиозного такого населения, там у христианства что-то и так далее. Ну, для меня это вообще показалось просто еще одной такой улыбкой, шуткой, и не понимаю таких мнений. Что же меня впечатлило прежде всего? Я вообще преподаватель английского, но сейчас уже на пенсии, 3 года. Но до этого 40 лет отпреподавала, отработала. И, конечно, я старалась работать, вот сейчас скажу самое ключевое слово, отработала креативно. Старалась работать креативно, то есть творчески. То есть воспитывала и в обучающихся, через меня прошло огромная масса обучающихся разных возрастов, от школьников разных возрастов, от начальной школы до тинейджеров и старших классов, от студентов до взрослых и разных уровней. И всех я старалась вдохновить и подтолкнуть к тому, чтобы они подходили к обучению, к выполнению домашних заданий творчески. Так вот, прежде всего, первое, вот я тут подготовила себе такие шпаргалочки на планшете, меня поразила креативность тех людей, которые подготовили эту церемонию открытия. Что же мне больше всего? Значит, сразу, первое, что я отметила. А что такое креативность? Хотела бы вам так вот сказать. Если вы посмотрите, вот слово творческость или креативность, вот в чем она? Она прежде всего в том, чтобы найти к решению обычных каких-то вопросов, заданий и так далее новый подход. По-новому представить, сделать, создать, что-то придумать, как это сделать по-новому, а поэтому и интересно. И мне сразу, вот сначала я ожидала, что я ожидала от церемонии открытия. Что мы все ожидали? Ну, мы ожидали стадион. Что на стадион? На стадионе тысячи, сотни тысяч зрителей сидят на трибунах, туда входят, въезжают на колесницах, сначала греческие всякие флаги и там персонажи, затем входят команды, как обычно, да? Вот, где-то на стадионе установлено место для зажигания олимпийского огня, и потом песни, пляски какие-то, культурная программа. И все это ожидал весь мир. Однако, что мы увидели, что мне больше всего понравилось? Это то, что все произошло, вся церемония открытия, не на стадионе, а на реке Сене. И это, конечно, уже все знают. Это, безусловно, новый подход, и это было сделано очень творчески и креативно. То есть река, используя реки. Дальше
то, что мне очень понравилось, что спортсмены не шли по берегу реки, не входили куда-то там, не маршировали, а они плыли на корабликах. Это супер, это просто было великолепно, незабываемо и так далее. Значит, что мне еще понравилось, ну, я сейчас посмотрю. Да, ну хорошо, скажу дальше потом про кораблики еще. То, что были задействованы мосты, конечно, набережная, вот, это все было использовано очень творчески, очень классно. В то же время были и здания исторически использованы. Молодцы, просто молодцы. Дальше у меня отмечено, что вся церемония открытия была сделана очень качественно. То есть меня поразило качество вот всего, вот любой сценки, любого действа, великолепное качество. Второе. В то же время мне очень понравилась скромность, такая европейская, и мне очень понравилось разнообразие. Смотрите, что я имею в виду под качеством. Мне очень понравилось качество, с каким были сделаны костюмы, все выступления, качество всех вот этих вот действий, которые там, когда по доставке олимпийского факела, этого огня, прекрасно все было сделано, все выступления супер. В чем я вижу скромность? Скромность, ну вот, например, да, вот декорации. Это не скромность, это качество декорации еще. Дальше очень качественно было сделано световое шоу, когда стемнело, и на Эйфелевой башне супер. Вот это было просто великолепно сделано, разнообразно, и ни один лучик не дал сбой, не погас. Все было четко. Это великолепно сменялось, и так было красиво и качественно. Молодцы. Что я имею в виду под декорациями? Ну, мне очень понравилась идея, и как было сделано вот эти портреты каких-то голов женских, которые были в реке. И вот это вот, понимаете, если бы они были полностью, да, по шее, вот такие головы были над водой, вот было бы интересно, но уже не так. А вот то, что они были вот так, под ртов не было, они как будто вот так вот чуть-чуть высунулись из воды, но нос и глаза были видны, лица узнаваемые. Это было так классно, вот это, и мимо, значит, там проплывали. Что я имею в виду под скромностью? Очень мне понравилась такая европейская скромность, это в торжественных моментах. Это когда доставили флаг и передали, когда подошли и подняли флаг. Все было и торжественно, и в то же время вот без какой-то такой помпы, скромно. Речи были не длинные, короткие. Макрон вообще объявил очень быстренько, что Олимпийские игры объявляются открытыми. Вот настолько было все классно. И еще мне очень понравилось... Еще очень понравилось, когда этот, как его там зовут, Зидан, я его буду называть Зиданом, без имени, он тоже, вот, и вообще все эти вот супер-мега уникальные звезды, они были очень скромны, и в то же время настолько такие качественные, такие классные, вот даже Зидан, значит... когда он там вышел брать олимпийский факел, вот в этом костюмчике, в белых каких-то кроссовках.
так даже как-то стесняясь, потом и Надаль, и вот все, ну, там в красном, конечно, так нарядно, но все были скромненько, вот интеллигентненько, со вкусиком таким, это мне очень понравилось. Дальше, разнообразие, в чем я вижу разнообразие? Я слышала вот эти мнения, что вот, костюмы ужасно, розовый цвет и вообще это все. Ну, я не хочу повторять даже там, что были представлены как бы, ну, я даже скажу такое слово, ЛГБТ, вот это все было, намеки, да. Там, по-моему, не намеки были, а просто откровенно, там показывалось все разнообразие. Но вы посмотрите, там вот есть момент, где, кстати, очень советую, кто не смотрел, хоть записи найдите, в Ютьюбе есть полная запись церемонии открытия. И надо смотреть не вот так вот обрывками, чтобы составить впечатление. Я не верю таким мнениям, которые говорят, ой, у меня нет времени, не было. Я вот так прокрутил, вот так вот, посмотрел эпизоды. Ну, это совсем другое, эпизоды смотреть. А надо посмотреть все. И тогда вы имеете право составить свое мнение, иметь свое мнение. А так, знаете, это уже потом фальшивое. Так вот, когда там шли даже по набережной такая толпа какая-то этих веселящихся, и потом все танцевальщики, все эти сценка этого какого-то там застолья, подиум и так далее, ну, подиум, где моды как бы, вы посмотрите, какое разнообразие костюмов. То есть нету никого вот в одном и том же или в одном каком-то стиле. У всех и цвета разные, и конструкция. Это просто феноменально. И я хочу сказать, что вот Париж, Франция показали просто срез своего общества. Такое, какое оно есть. Разнообразное все. Есть и такие, и сякие, и так, и сяк. И более того, показали, ну, как бы фишки Парижа, фишки Франции, но фишки Парижа. Это, прежде всего, ну, как бы и Мулен Руж был отражен, и то, что это Париж, центр моды, и подиум был представлен, и песни современные, и песни такие-сякие. Плюс Париж представил свою историю. Были показаны и истории Олимпийских игр, и когда проплывали там как кораблик по дороге, это там Мария Антуанетта с отрубленной головой. Но это была их история показана. И настолько творчески, креативно, по-новому, не занудно, с лекциями, как там у них была и революция. Кстати, там и революция была показана, и там гавроши эти, и эта вот картина, которая знаменитая, она была практически показана. Даже цвета совпадали. И символ Франции, Марианна, там, на баррикадах и так далее. Ну просто великолепно, великолепно. И везде были цвета, костюмы, неординарный подход. Это было супер. И то, что, вот в чем я еще вижу разнообразие, я сказала про кораблики, скажу, то, что спортсмены плыли на корабликах, вот командой, и это было просто сам факт этот супер, и интересный новый подход. Но представьте себе, если бы все эти команды плыли на всех одинаковых корабликах, вот просто вот подобрали, и они же могли, даже маленькие команды. Кстати, я насчитывала 6 стран, 6 команд на одном корабле. Были 3, 4, 5, до 6. 7 я не видела, не заметила. А вот 7 было. То есть такой длинный, и тогда туда 7. И даже не маленьких команд. Вот я считаю, что один из самых больших, это там, где Канада, на носу была, на носу на самом была маленькая страна представлена, забыла какая, на букву С это были, так? Значит, потом была Канада, огромная команда в
красном. Потом еще это раз, два, потом 3, 4, 5, еще там 3, по-моему, флаг. И на корме были Чайна, Китай, тоже в красном. А у них же много спортсменов. Как они на этот корабль все вместились? Это большие команды. Но они могли бы вот взять таких там 10 корабликов, да, и туда всех запихнуть вот так. И проплыли бы они красивым таким строем, да, одинаковым, как мы привыкли. Но вот фишка-то и в том, что кораблики были все разные. И, кстати, их было 80 кораблей. Они выплывали откуда-то там с какого-то порта, и плыли, их маршрут составил 6 километров. И доплыли они до Эйфелевой башни, до вот этой вот площадки, где все основное официальные мероприятия. Вот так было задумано. И, кстати, хочу сказать, что зрителей было 300 тысяч. Из них 140, по-моему, 104 тысячи или 140, я вот сейчас что-то четверочку помню. Им посчастливилось купить билеты. Правда, вот не знаю стоимость билетов. И они были пропущены вдоль реки Сены, да, встать и наблюдать куда-то там эти места. А оставшиеся 244 там, тысячи, они были по приглашениям. И, конечно, я думаю, кто билет, они были ближе к Эйфелевой башне, а те вдоль вот всей Сены, это 6 километров. Кроме этого, было установлено 80 экранов, очень огромных экранов, как вдоль реки, так и по городу, в таких, как было написано, в стратегических местах, где, конечно, все люди, жители Парижа, гости столицы могли наблюдать. И было установлено, нет, не 80, наверное, я ошибаюсь, по-моему, было, сколько-то больших экранов огромных, и было много установлено колонок, усилителей. Поэтому звук великолепно транслировался, на экранах огромных можно было видеть, поэтому все могли, все, кто не попал туда, вот ни по приглашению, ни по билетам, могли наблюдать церемонию открытия прямо в Париже. Молодцы. Кстати, попутно хочу сказать, что 140 тысяч было задействовано на охрану этого мероприятия, security. И на этот вечер в радиусе 150 километров вокруг Парижа было закрыто небо, все пространство. И, конечно, где-то там на зданиях и повсюду, я не исключаю, может, на самой Эйфелевой, сидели снайперы. И, конечно, в общем, все вот эти мероприятия по охране были предприняты очень-очень сильно вот на ту церемонию открытия. К самой же Сене за неделю невозможно было уже подойти напрямую к реке. Она была уже перекрыта. Я думаю, вот эти все 6 километров или сколько, или может быть тут в центре. Конечно, автомобильное движение было закрыто уже в этот день, там не подъехать, не подойти. А вот людей уже, гостей не пускали еще за неделю, за несколько дней до церемонии открытия. Дождь, который накрыл Париж, и он начался буквально за 30-40 минут до начала. Вот, с утра как бы не так было, были тучи, но потом за 30-40 минут, как пошел дождь, и он все время крепчал, и лил, он не просто моросящий был, он такой был ливневый, иногда видно в этих камерах. И что мне понравилось, что это никого не отпугнуло. Все и зрители, и спортсмены, посмотрите на их настроение на этих корабликах, вот, как они и флагами машут, enthusiastically, как говорится, и были веселы и бодры.
Конечно, не исключаю, что кто-то мог и заболеть после этого, и не участвовать в соревнованиях, потому что организм у всех разный, хоть и спортсмены, но и среди зрителей, конечно, позаболевать могли. Но это не испортило атмосферы праздника. И в том числе даже те команды, те спортсмены, которые плыли на более маленьких, по 2-3 было команды, да, такие вот были уже катеры какие-то, но еще были и лодочки, просто небольшие совсем такие лодки, и где было по одной команде. И со страны Бутан, если я не ошибаюсь, вот можно видеть на фотографии, Бутан плыл на одной маленькой такой лодке, и было сказано, что в Олимпиаде участвуют 3 спортсмена от этой страны и в 3 разных видах спорта. Это единственная страна, вот, потому что там была еще небольшая лодочка, кораблик, и плыла какая-то страна, где сказали 5 спортсменов в 3 видах спорта, ну хотя бы по 2 уже в одном. А здесь 3 спортсмена и в 3 разных. Вот. Хотя на лодке было немножко больше людей, может 5-6, потому что, конечно, там и тренер, и, я не знаю, и врач, и флагоносцы, конечно, это были. Ну вот, так что то, что эти корабли были разных размеров, и это было так, опять-таки, классно, и если бы были все одинаковые, было бы скучно. Но, конечно, замыкали самые такие классные корабли и страны в конце. Кстати, это действие, вот этот проплыв команд на кораблях официально называется The Parade of Nations. Это был парад наций. Но очень много стран там задействовано. Только спортсменам из 2 стран, изгоев, запретили участвовать в церемонии открытия. Это просто очень позорно. Я даже не могу сказать обидно. Конечно, жаль спортсменов, но я считаю, что и страны, и спортсмены заслуживают такого отношения, потому что ничего не делается, а делается все плохое. Ничего не делается хорошего, а делается все плохое. И другими ничего не делается для того, чтобы остановить вот это плохое, что делается. И, соответственно, вот так. И вы представляете, вот не поучаствовать. Хотя участвовать в Олимпиаде под нейтральными флагами, это тоже позорно, ни гимнов, ни флагов, но и не участвовать вот в самом празднике жизни всего мира. Даже страны, которые не демократические, там были счастливы, трясли своими флагами, улыбались, смеялись, и просто вообще вот так махали, и были счастливы спортсмены. Я за них очень тоже рада. Но будут следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, в Соединенных Штатах. Это в 28 году. И поэтому присутствовал мэр Лос-Анджелеса на Олимпийских играх. И затем вдруг показали команду Таити. И показали остров. Я думала, что почему, что к чему. Оказывается, они не плыли на кораблике, показали их. Стояла там команда, и люди на таком берегу, был виден океан, и они с такими своими серфинговыми досками. Оказывается, вот такой вид спорта, как серфинг, виндсерфинг, будет именно на территории, это к Франции относится, хотя имеет независимость своего президента, не независимость, а автономию имеет. И находится в Тихом океане, на острове Таити, там будет соревнование в рамках Олимпийских игр по виндсерфингу. Ну и замыкал, конечно, огромнейший корабль, это самой Франции. И самое большое количество спортсменов, более 580, по-моему, спортсменов от Франции. Вторыми по количеству это Соединенные Штаты Америки, 500.
Ну, а дальше по 400 с чем-то это Китай, еще где-то много, по-моему, Канада тоже много. Вот, так что, и это была такая эйфория, уже стемнело, когда плыл французский корабль уже, это просто великолепно. Какой был ажиотаж и на берегах реки, и все. И он такой был огромный, длинный, и столько было много, и они там все... Ну, как вот это вот можно не посмотреть и не прочувствовать с ними? Хотя, ну что мне Франция? Я не имею никакого отношения, просто были в Париже. А так, вот, но даже второй иностранный у меня немецкий, а не французский. То есть вообще не имею, да. Но вот эта вот радость, чувство радости, ну, как и эмпатия, сочувствовать, когда плохо кому-то, надо иметь эмпатию, испытывать, так и разделять чувство радости с теми, кому радостно. Мне это очень понравилось. Вот, так что я не понимаю, как можно что-то тут, что-то критиковать и что-то не замечать. Дальше я хочу сказать, что еще я отметила вот в церемонии открытия. Это огромный вкус. Все было сделано с таким вкусом. Вот со вкусом было все. Все номера, все сценки, все продумано. И это типично характеризует вот французскую культуру, Францию, ну вот такую ассоциацию у нас, да, с этой нацией. Со вкусом были все сценки. Вот даже возьмем, смотрите, ну про костюмы я уже сказала, что они были как разнообразные, так и с огромным вкусом. Вот если вы отбросите свои ханжеские, это ханжи, ой, там розовый цвет, ой, там все. Вы посмотрите, вы сможете придумать такой костюм? Хоть один. Мы сможем, я нет. Вот я поэтому ценю. Смотрите, все сценки и выступления. Вот, ну, сначала со сценок. Сценка, допустим, ну вот это как бы якобы, я не буду говорить эти слова религиозные, якобы ужина, да, который ай. Настолько все было в меру, четко, так это и показано, и как бы дозировано, очень так это все со вкусом. Даже какой-то там лежал этот бог какой-то там, да, вылез из-под крышки этот, забыл, Дионис. Ну, классно, это все было так, даже забегая наперед, я бы хотела сказать, но я, наверное, это у меня дальше будет. Да, вот следующее. Пока я скажу про вкус. Теперь персонажи такие были и музыка. Вот насчет персонажей. Классно придумано было все. Смотрите, начинается, что парень прибегает с факелом на стадион, он пустой. Ну, классная идея. Блин, никого нет, что такое? Тут Зидан подходит, да, взял и побежал. Ну, это у меня вообще-то следующий пункт, да. Дальше, вот это как бы тоже классно все было. Потом он запрыгивает в метро, там дети. И вот то, что вот он отдал им этот факел. Потом, значит, они там плывут, их на лодке забирают, они с этим факелом уже отдают. И вот начинается этот такому как бы персонажу, который masked, значит, всегда лица не видно, но он такой паркурщик, да, он по крыше начинает бежать, доставлять этот факел. И все в меру. И, понимаете, и когда он бежит, вот я бы так, ну, смотрите, он прыгает с крыши на крышу, все, но потом он отражаются всякие исторические здания. Он прыгает как будто и на Нотр-Дам-де-Париж, на собор Парижской Богоматери. А там идет ремонт. А там как классно сделано, что вот такие звуки, как музыка, они как будто стучат, дзынь, дзынь, пилят, дзынь, дзынь, дзынь. А получается это как такой ритмический, и они начинают танцевать, как будто работники, но они уже
И такие, как спортсмены, там начинают такие акробатические показывать. Настолько классно, вот это все и в меру, и со вкусом классно сделано. Вот. А музыка какая классная. Значит, смотрите, ну возьмем еще даже вот уже музыку и персонажи, и сценки. Ну, возьмем, они отразили Мулен Руж. На набережной группа этих из Мулен Ружа, кстати, их было 80 человек, почему-то все по 80, да, был подготовлен классный канкан, номер характерный. Костюмы, кстати, были специально сшиты только для церемонии открытия, и они были скопированы, сшиты так, как в 1840 году. Представляете? И воспроизведены те костюмы, они, правда, были не на мосту, а уже на такой набережной, но это было классно. Я пошлости не увидела нигде. Ну нигде. Потом, смотрите, берем Леди Гагу. Ну, долго сохранялись в секрете имена самых суперзвезд, как они называются по-английски, iconic. Iconic. Как это вот все-таки по-русски сказать? Ну, icon это икона, и iconic персонажи. Супер-мега-звезды. Считается, значит, Селин Дион как певица, ну, это мега-звезда в мире, а Леди Гага это тоже такая супер, айконик у кого она там, поп или какой там, да, мьюзик. Лично я даже не представляю, как выглядит Леди Гага. Вот близко у меня зрение, ну, я не вижу лиц, я ее никогда не смотрела, не слушала. Ну, если вот показываю, я ее не узнаю. Вот. И тут говорят, в секрете, может, ожидается Леди Гага и Селин Дион. Я подумала, ну, Селин Дион, да, но уже прям, ай-яй-яй, хранить в секрете, такая, вот. И думаю, ну, что там уже за Леди Гага? Ну, посмотрела на номер. Ну, нормально. Вкус, опять скромность. Заметьте, что мне понравилось в Леди Гаге, которую я вообще не знаю, даже как выглядит. Мне понравилось, что она абсолютно не была пошлой. У нее были ножки видны, все как коротенько тут, но ножки были все время вместе. Она танцевала ими очень красиво. Так. Никогда не вот так, как-нибудь там. И потом она прошлась, села за рояль, показала, что она умеет играть, как бы сыграла, потом опять и ушла вверх, там ей белое прикрепили, перья. Все было очень со вкусом, в меру, скромно и весело, и ярко, и классно. Вот. Мне это понравилось. Это было вкус. Музыка. Музыка тоже, смотрите, музыка звучала там из этой «Призрак оперы» в начале, там пока это факел там доставляли. Но мне еще понравилось, когда корабль плыл, такой не по реке, а вот там по тротуару, значит, и мимо этого исторического здания, и там это Мария Антуанетта с отрубленной головой чуть там пропела. Тут мне понравилось на таких окнах, на каких-то балкончиках, приступках этого же здания, это играла heavy metal группа, известная во Франции heavy metal группа, даже и название я не помню. И вот это сочетание исторического и абсолютно современного, это супер было. Это настолько со вкусом было сделано. И для зрителей всех возрастов. Ну почему должны смотреть церемонию открытия только, извините меня, люди вот такого возраста, как я, там, и все должно быть торжественно, интересно, ритуально, серьезно и так далее, так и так далее. Ну, а почему нельзя, чтобы хотели смотреть и подростки, и тинейджеры, и молодежь, вот, и гаснет экранчик, я его назад возвращаю, и, конечно, heavy metal на Олимпийских играх, кстати, впервые в истории Олимпийских игр heavy metal группа сыграла на Олимпийских играх. Ну и, конечно,
Про остальную музыку, связанную с Селин Дион, я скажу потом. Я сейчас хочу сказать, что мне еще очень, почему понравилась эта церемония. То, что вся церемония, ну, кроме зажигания, поднятия флага и зажигания Олимпийского огня, где там было действительно торжественно, серьезно, но скромно, в меру, очень интеллигентно и классно. Вот. Все остальное было сделано и продумано, и придумано с юмором. Юмор, ирония и даже сатира. Я бы даже так осмелилась сказать. Это мне очень понравилось. Вот когда и Зиданчик там бежит. Значит, ну вот он взял этого парня на стадионе, потом выбегает на улицу. Он же бежит. Он сквозь людей, которые там и в машинах сидят, там нарушает, бежит. Потом вообще через кафешку, где люди сидят, он там их разметает. Люди падают, он сбивает там стулья. Ну, это, классно. А при этом это не просто какой-то вот такой парень, который приезжал на стадион. Он тоже, может, известный, но я его не знаю. Но Зидана знает весь мир. Ну, как бы известный человек, все, футболист классный, когда он тогда прославился, когда он так вот, я до сих пор помню, мы были на даче, смотрели тот футбольный матч. И он когда вот так вот, я помню, мы с детьми, с сыновьями, вот. И вообще мне нравится такой вот классненький. И вдруг он бежит просто, такой, так смешно, так классно. Мне еще понравился, кстати, начинается в самом начале такой, звучит аккордеон, прям на мосту сидит вот такой французский чел и играет классно так вообще на аккордеоне, такую типично парижскую музыку на аккордеоне. Все эти номера, все эти танцы, все эти подиумы, показ мод, и с иронией, и с сатирой. Вот там говорят, ах, на религию. Знаете что? Вообще к религии давно пора относиться вот с таким вот юмором и иронией, и с улыбкой, что пора уже давно пересматривать эти позиции. Ну, сейчас как бы в 21 веке вот, ну, с таким вот развитием всего, мне кажется, это уже даже устарело, не модно. Не буду других слов употреблять. Это просто не модно челом бить, быть там фанатично религиозным в любой религии, в любой. А то, что сами французы над своей же такой же религией, а не над другой, например, которая есть на земле, они имеют полное право взять и показать это сатирически, критически, иронически, чисто с юморком. Вот, там, тетя сидела такая полная, теперь все. Ну, вот эти ханжи, эти все люди, которые якобы, понимаете, якобы такие верующие, якобы такие религиозные, а сами грешат на каждом шагу. И сквернословят, и курят, и пьют, и обговаривают других, и прелюбодействуют, и воруют. И они считают себя, мы верующие. Ну, посмотрите, что делается в церковных этих мирах, этих священников. И педофилия, и преступления, и вот в женских монастырях это, в мужских монастырях то, это сё, и коррупция, и являются агентами спецслужб, и стучат, и следят. Все эти исповеди, люди глупые, ходят на исповеди и рассказывают свои самые... А те потом в эти все силовые структуры все пишут reports. И, боже мой, ну как к этому можно серьезно относиться? Это уже должно быть даже не то, что не модно, а даже как бы уже не актуально и как бы даже стыдновато. Вот. И я думаю, что поскольку парижское общество или французское общество все больше становится светским, они так, но они имеют право себя же, вот я могу себя покритиковать, что вот я такая, да, вот.
Не, я себя за то, что я атеистка, не буду критиковать. И я просто себя, наоборот, уважаю, что я открыто говорю. Вот. Так что ничего не вижу. Это юмор, сатирирование. Молодцы, молодцы. Французы и те, кто придумали, вот режиссеры главные, все. Но в своей жизни учительской, помимо уроков и занятий, я ставила много всяких сценок, спектаклей даже. У меня даже был мюзикл из 2 частей с одним, где-то 35 человек детей, по-моему, вот, или 30 белорусских детей, класс целый. Я с ними поставила такой мюзикл в 2 частях. Почему говорю мюзикл? Потому что там было, они играли, и плюс было песни на 4 языках: русский, белорусский, английский, немецкий, и танец один. Но танец поставила девушка специально приглашенная. Остальное за все я была ответственная. Сценарий, режиссура, песни. Я сама аккомпанировала на пианино и на гитаре. И мы этот спектакль повезли в Германию и показывали перед еще немецкими, там собрались, это была гимназия, пришли дети немецкие, их родители, целый такой актовый зал, и мы показывали, и это прошло на бис. Это был самый крупный моя такая постановка вот в моей преподавательской деятельности. И поэтому я хоть чуть-чуть знаю изнутри, как это трудно, сколько усилий, сколько надо ночами не спать, все придумать, продумать. И поэтому я говорю с пониманием и с большой вообще, снимаю шляпу, вообще капелюш, и перед тем, как сделали те люди, которые всю эту церемонию открытия придумали и продумали. Молодцы, супер. Я вообще не вижу ничего отрицательного. Более того, учитывая, что шел сильнейший дождь, какие они молодцы. Танцоры все, они под мокрой, рояли, пианино, инструменты, все были покрыты водой. Я вообще-то читала, что некоторые танцоры, бывает, подскальзывались. Я лично не заметила. То есть никто не упал, никто не подскользнулся, не упал, не подвернул ногу. Это просто супер. Вы оцените это. В Париже, во Франции, уже 3-й раз состоятся Олимпийские игры. Первый раз это было в 1900 году, когда их, наверное, возродил Пьер де Кубертен, наверное, или это еще раньше. В общем, было во Франции были эти Олимпийские игры. Второй раз был через 24 года, в 1924 году были во Франции, в Париже Олимпийские игры. И представляете, как классно? Ничего не напоминает. 1924 и 2024. Ровно через 100 лет, всего лишь, не прошло и 100 лет, как опять во Франции 3-й раз состоятся, уже идут Олимпийские игры. Они будут идти 16 дней, и закрытие состоится 11 августа. Где-то опять во второй половине дня начнется. Это будет суббота. Не пропустите, посмотрите закрытие. Это всего лишь 2 города теперь существует в мире, где Олимпийские игры были по 3 раза. И второй город – это Лондон. Там Олимпийские игры были в 1908 году первый раз. Потом были в 1948 году, это после Второй мировой войны. И вот относительно недавно, в 2012 году. Впервые, даже вот в Париже сейчас, впервые соблюден гендерное равенство по участникам, по спортсменам в этой Олимпиаде, чтобы вы знали. В этой Олимпиаде 2024 года в Париже, во Франции, принимает участие равное количество мужчин и женщин. 2250 мужчин и 2250 женщин. Но это не значит по видам спорта, что они распределены одинаково, конечно. А вот хотя бы так.
Хотя, вы знаете, мое личное мнение, это уже попахивает феминистическим движением, которое я не приветствую и не люблю. Мне это не понравилось. Это мое личное особое мнение. Я считаю, что ни на работах, нигде во всем должен цениться профессионализм, результаты, качество. И кто лучше, кто умнее, кто креативнее, кто результативнее, тот и должен принимать участие. А это будет he or she, он или она. Это не должно влиять. И женщины, мы все равно слабее, мы все равно уступаем мужчинам. Мы не сможем жить на планете Земля без мужчин. Когда происходят катастрофы, катаклизмы, торнадо, наводнения, землетрясения или технологические катастрофы, много нас, женщин, там разбирает завалы. Много нас, женщин, там все это делает. Мы физически не смогли бы это сделать. Мы слабее. В другом наше предназначение. Продолжение рода, создание уюта, чтобы дома было классно. Вот, тыл такой мужчине. Но если вы достигаете хороших и на работе, и профессионально, ну хорошо, молодцы, и даже такую же зарплату хорошую получаете, и муж. Но не надо за это там драться, сражаться, бороться, доказывать. Как мне было сказано, вот должны быть все профессии. Вот должно ООН принять или кто, чтобы во всех профессиях женщины имели равные права с мужчинами и идти работать в эту профессию. Например, я говорю, хорошо, на нефтяной платформе, которая в море, там все, там вертолетами туда на полгода или на несколько месяцев улетают мужчины, живут там, это смена такая, там несколько месяцев, потом вертолет домой, отдыхают, все. Давайте мы, женщины, будем бороться. Я хочу работать на нефтяной платформе. Дайте мне такое право. На тебе, ООН, принимай такое право. Иди работай. А я не пойду. А я не смогу, мне холодно, там меня будут волны омывать, мне тяжело, что я буду полгода дома не быть. Но мне права теоретически дайте. Или мне, как было сказано, например, вот работать водителем вагона метро, поезда метро. Вот есть профессии, где не дают там угольную шахту, водителям вагона метро. Как же так же? И феминистки сражаются. Да, должны быть. Я говорю, и что? Какая женщина пойдет работать водителем вагона или поезда метро? Это очень ответственная профессия, где нужна мгновенная реакция, где даже физическая. Но зачем? Зачем это? И спорт то же самое. Это трудная профессия. Это мое личное мнение. Можете написать в комментариях. Дальше. Последний слайд, который у меня запланирован, он называется «Мои топ-моменты». Это следующие моменты. Первое, я сейчас повторю некоторые. То, что была использована река и что использованы кораблики разных размеров. Меня это просто поразило. И еще мне это понравилось потому, что когда на стадион входили всю жизнь эти команды спортсменов, а трибуны были вот тут, и спортсмены шли, их лиц не было видно, этих спортсменов. И они боком все шли где-то там, и, махали, поворачивались, но не так. А здесь они на корабликах, вот они все вот к этой, знали, где будет съемка идти, видны все лица, все спортсмены стоят лицом, и они нас поэтому так радостно машут, все там, улыбаются, смеются, их видно, и они попали в историю. Вот это я понимаю. Мне это очень понравилось. Второй момент. Что мне очень понравилось. Я была, когда стемнело.
Я смотрю, что это такое? Река? И что-то светится, там такое движется, приближается. Я мужу, а у меня зрение плохое, говорю, а что это, что это? А он говорит, это конь. Я когда смотрю, его так уже сбоку показывают. Металлический, стальной конь, светящийся, на какой-то платформе стоял, но она не видна, она темная, и как будто по реке бежит. Она так скользила, да. Но, что мне понравилось, он светится, у него лапы, он реально мчится галопом. Это правильно я сказала? Да, но это не рысью, галопом. И прям лапы правильно, красиво двигаются. И сидит всадник, ну потом казалось, всадница она. Как бы это доставлялся олимпийский флаг. Туда, куда надо. А еще мне понравилось потому, что этот конь был металлический. И он, тем более, для таких стран, как Беларусь и Литва, является символом, мы называем это погоня. У нас всадник на коне, погоня, только у нас там с мечом, а здесь ну, еще факела бы не хватало, да? И хвост, и все так, и он такой металлический. И я когда увидела, я прямо увидела символ наш, погоню. И он так светится красиво, он так красивый туда. И потом почему-то с другой стороны, может, другая камера показывала. И все, и мчался, и мчался, и мчался. Вот этот конь, я просто вообще, мне очень понравилось. Зацените, зацените. Дальше. Мне понравилось, как на сей раз они устроили, зажгли олимпийский огонь. Как передавали этот факел. Так трогательно, я вообще не могу. Сначала и так, и сяк, и такая спортсменка, красивеньких, беленьких таких вот шортиках и кофточках. Потом, значит, этот Зидан, Надалю. Потом Надаль передал беленьким. Они собирались из одного-двух уже что, значит, целая группа. И вдруг они... и потом я настолько была тронута, но мы все знаем, что после основной Олимпиады будет Паралимпиада. Так трогательно, там девушка, ну, спортсменка и спортсмен, у них по одной искусственной ноге, вот было видно, как они, и они не просто шли, они бежали, и тоже понесли какой-то свой участочек, этот факел, а потом все равно бежали со всеми. И к ним и просто это очень классно и трогательно. А потом был трогательный момент, когда они все подошли и на wheelchair, как это сказать, на инвалидном стуле, коляске, сидел очень пожилой человек. Это ему 100 лет. Это самый, ну, живой еще пока, живущий спортсмен и чемпион Олимпийских игр Франции, ему 100 лет, и интересно, что он по велосипедному спорту, то есть у него, вот как он на колесах ездил, занимался спортом, и как сейчас тоже сидел вот на колесах, и они ему передали, он поддержал так торжественно, и вот подошли те, это были известнейшие спортсмены, французская спортсменка, я забыла, по какому виду спорта она. И он, значит, она 3-кратная олимпийская чемпионка, а он просто олимпийский чемпион, и может там. Вот, и они так красиво взяли, подошли, сначала еще повернулись, а потом отвернулись, и вот она в левой руке, он в правой, и подошли к воздушному этому шару, который, это вот ну, шар и стропы эти, да, а внизу вот это называется cauldron, ну как бы это котел, да, ну как у воздушных шаров, корзина мы называем, но это cauldron, они по-английски.
И они зажгли, и шар, такой огонь классный, и он постепенно в это ночное небо, ну, он, по-моему, чем-то держался, чтобы он не полетел, наверное, был на тросе или на чем там, и он поднялся и завис вот в этом темном небе над Парижем, и это было просто великолепно и необычно, и со вкусом, и творчески. А почему они так придумали? Потому что в 1900 году, когда впервые в Париже и во Франции состоялись вот те Олимпийские игры, то там был вид спорта по летанию воздушных шаров. Они называются hot air balloons. Причем только один раз, вот в тех Олимпийских играх. После этого, как прошли те Олимпийские игры, поняли, что это опасно, и этот вид спорта был исключен, то есть всего один раз. Но в память об этом, вот они решили, французы, сделать вот такое зажигание олимпийского огня. Но это тоже новый подход, креативный, и в то же время трогательно отдавание дани и истории, связанной тоже с их городом, с их страной 124 года назад. Прекрасно, прекрасно. Ну и вишенка на торте, это просто, вот когда закончилась церемония закрытия, я была вообще в таком душевном волнении и во всем. Это, конечно, певица, мегазвезда Селин Дион. То, как был сделан ее номер, это вообще, это супер. Во-первых, начнем с нее. Все мы знаем, что Селин Дион 4 года назад, я помню, это видео было в Ютьюбе, она объявила, что она пережила очень сильно смерть мужа. Они любили друг друга безумно. 4 года назад она не побоялась сказать, что у нее обнаружили такой синдром, болезнь. Но она не такая болезнь, а синдром. Это of a stiff person. Stiff. То есть сковывает мышцы сковываются, и ты ничего не можешь сделать. И это нервное окончание, и действует на мышцы. Этому могут способствовать всякие волнения, там, стрессы, что-то такое любое. Но главное, она сказала, оно распространяется на все тело, и в том числе на связки голосовые. И поэтому она сказала, что у нее пропадать начал голос, и она, говорит, я буду лечиться, и над ней начали, конечно, все самые лучшие врачи. Это очень редкий, один, может быть, случай на 1 миллион или 2 миллиона, очень редкий диагноз. Но видите, вот с ней такое произошло. Оказывается, впервые за 4 года после вот этого восстановления, лечения, она и продолжает его, Селин Дион выступила. Это уже ценно этим вообще. Она спела прекрасную песню Эдит Пиаф, которая символ Франции, «Ода любви» или «Гимн любви» на французском языке спела. И прекрасно звучал голос, хотя вроде пишут, что она его потеряла, и не стопроцентный это ее голос, но я ничего не заметила. Песня классная. Сама она красивая, стройная, очень, опять, скромно, прическа, платье скромное и торжественное, и со вкусом, и на ней так красиво, и макияж, и все, и платье, и этот рояль, который мокрый от дождя, и этот пианист, который там играет, и все это на Эйфелевой башне под дождем, освещена, звучит на весь Париж прекрасная
эта песня, и она ее заканчивает. И вот так вот. И это просто, ну, я не знаю, как сказать, это супер-мега номер и класснейшее завершение церемонии открытия. Вкус, идеальность, профессионализм, красивость. Я не знаю, какие еще найти слова. Вот так состоялась церемония открытия. И это мое мнение, это не мнение, а мое впечатление от этой церемонии открытия. Я думаю, что только злопыхатели, завистники, ханжи, люди неискренние, люди, которые не смогли там присутствовать, и страны в том числе, могут теперь или могли злопыхать, критиковать. Из всего этого всего этой церемонии 4 часа она длилась, выбрать одну тетю за столом и все время ее крупно показывать. А она, между прочим, прикольная, такая классная. Как она выдержала мне засмеяться. Я на нее когда смотрела, я бы, наверное, засмеялась. Я люблю очень посмеяться. Она такая сидит, такая, у нее такие лучи. Такая... Я вообще, супер. Поэтому, дорогие, уважаемые злопыхатели, ханжи, лицемеры, завистники, а также страны-изгои, стойте нервно в сторонке, покуривайте, попыхивайте там своей злобой. Мне очень понравилось, что мы с мужем устроили себе семейный праздник. Мы накрыли тут полянку, мы сидели, мы получили массу эйфории, да, приятных моментов, классные впечатления. И CNN написали: It was wet, было сыро, sometimes it was weird, иногда местами было странно. То есть это имелись в виду ЛГБТ плюс религия. Much was beautiful, много было красивого, and all was memorable. И все было памятно, то есть запомнится, запоминающимся. Вот как дали такую характеристику церемонии открытия. Еще раз по-английски. It was wet. Sometimes it was weird. Much of it was beautiful. And all of it was memorable. И я абсолютно, кроме weird, я согласна, что it was absolutely memorable. Это Олимпиада, не Олимпиада, Олимпиада еще рано говорить. Эта церемония открытия, безусловно, покрывает все остальные какие-либо имеющиеся церемонии открытия. Все были на стадионах, поэтому это новое. Я хочу сказать, молодцы французы и этот режиссер. Они этой церемонии открытия... Интересно, какое будет закрытие. Теперь интересно будет посмотреть, что они придумают. Вот эти французы так, да, вот подняли планку церемонии открытия, что на будущее уже трудно придется тем странам и городам, которые будут принимать у себя Олимпийские игры, и они должны будут что-то думать. А как же им найти креативность, как им по-новому подойти, во всяком случае, к церемонии открытия и закрытия. Потому что сами уже споборничают эти соревнования уже на спортивных, конечно, площадках будут, на стадионах. А вот это. И я уже думаю, что когда будет в Австралии, это может в Сиднее, да, конечно, уже задействуют воду, залив, корабли, что-то уже будут думать, и мосты. Вот, так что, но это уже будет не первый раз. Это уже будет плагиатик.
и повторчик. Вот так. Спасибо, что прослушали. Спасибо, что посмотрели. Не знаю, согласны ли вы с моими впечатлениями, с моими мнениями об церемонии открытия этих Олимпийских игр в Париже. Можете написать в комментарии, а можете просто сами пообсуждать дома. Мои такие впечатления, мое такое мнение. Спасибо большое. С вами была Марианна. И до новых встреч. Пока. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me la demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandes. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de